Ежегодно, начиная с весны и заканчивая первыми заморозками, сибайцы вынуждены лицезреть одну и ту же малоприглядную картину, как крупный и мелкий рогатый скот пасется в скверах и парках города, уничтожая кустарники, деревья и зеленые газоны. Бесспорно, сочная трава требует ухода, но не в виде живых газонокосилок. Это в первую очередь противоречит правилам благоустройства города и всем этическим и санитарным нормам. Буквально позавчера, была проведена, скажем так, акция по закрытию бродячего скота, которая в количестве 13 голов бродила в районе поселка Южного и 3-го магазина. Вся эта скотина была помещена на, скажем так, в платный загон. После того, как были найдены хозяева, были составлены административные протокола на них, услуги платного загона на первый раз, скажем так, люди им простили. Предприниматели, которые этим занимаются, но в будущем, я думаю, они этого терпеть уже не будут. Горе-хозяева выгоняют своих домашних животных не в табун, который, к слову, организован в каждом поселке, а на улицу, причем без присмотра. Но теперь управу на нерадивых владельцев парнокопытных нашли. В Сибае организованы платные загоны. Ежедневно, без выходных, с 8 утра до 8 вечера город патрулируют загонщики и в случае обнаружения бродячей скотины закрывают ее в платные стойла, которые находятся в поселках Южный и Аркаим. Кстати, за выпас животных в черте города предусмотрено административное наказание. Обнаруживается скот на территории города, составляется фототаблица, составляется акт, животное помещается в платный загон. После того, как находится владелец скота, составляется административный протокол на него, влечет ответственность на владельца животного на штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Это по решению административной комиссии за одну голову, которую нашли в городе. И после этого животное отдается. На следующий день эта корова снова выходит, снова закрывается, снова составляется административный протокол, оплачиваются услуги платного загона в размере 500 рублей за одну голову крупнорогатого скота, 250 рублей за одну голову мелкого скота. Свободно перемещающиеся дружными группками легким галопом лошади, вальяжным ковылянием коровы и задорным бегом козы теперь под контролем. И если ваше домашнее животное будет, мягко говоря, арестовано, то вина за происходящее полностью на владельца скотины, и возмущения по данному поводу неуместны. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.